Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК Саха. Это утро вторника, с вами встречаю я. Зовут меня Полина Долинская. Сегодня в нашем эфире мы узнаем значение фразы «гол как сокол», а также с нами поделится секретом семейного счастья супруги Попова из Татинского Улуса, которые прожили вместе аж полвека. Ну и первый арктический заплыв. Мы узнаем, как это было, ну а также новый навигатор по уникальным туристическим маршрутам арктических районов. Ну и фрагменты из новых песен легендарной шведской группы ABBA, которые воссоединились спустя 40 лет. Их клип в Ютубе просмотрели уже более 11 миллионов человек по всему миру. Обо всем этом и многом другом в течение всего нашего эфира. Ну а также много еще другое. Мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Делитесь своим настроением, создавайте этот эфир, это утро вместе с нами, рассказывайте о планах на предстоящую неделю. Ну а также наша страничка в Инстаграме. «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ. Ну, а если у вас нет возможности смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть нас в повторе на нашем YouTube-канале yak24.ru. Ну и начинаем это утро мы традиционно с информации о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила -4, -2 градуса. В заречной группе столбик термометра зафиксирован на отметке от -3 до +3. В южных 12 градусов тепла. В Вилюйской группе от 2 до 5 со знаком плюс, в Нижнеленских +2. В западных от 6 до 10 градусов тепла в это утро. В Колымо-Индигирской группе улусов прохладно сегодня в это утро в Чукурдахе +1 градус. Более теплее в Зырянке +8. В Янских от 5 до 7 градусов тепла, на северо-западе от 3 до 6 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -2 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня без осадков, ветер переменный с порывами от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 18-20 градусов со знаком плюс. И прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Кристина Юкупова с последними и актуальными новостями. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! В России подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия нацизм, фашизм и геноцид народов Советского Союза. Об этом рассказал генпрокурор Игорь Краснов. Уточняется, что законопроект закрепляет незыблемость принципов международного права, которые признаны уставом Нюрнбергского международного военного трибунала. Генпрокуратура России в настоящее время готовит обращение в суды для признания фактами геноцида преступлений нацистов против мирного населения. В Минздраве обновят методические рекомендации по лечению COVID-19. Отмечается, что в новой 12-й версии могут появиться альтернативные схемы лечения, а также недавно зарегистрированные препараты, которые не предназначены для лечения коронавируса, но имеют эффективность. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко. По его словам, в списке появятся препараты, которые уже используются в России. Также в перечень могут попасть лекарства, вновь зарегистрированные в стране. Разработаны регламенты назначения пособий на детей. Они должны будут назначаться в 10-дневный срок после подачи заявления в Пенсионный фонд России. Напомним, что новые пособия были введены с 1 июля. Первый вид выплат предназначен родителям или законным представителям ребенка, если человек вынужден воспитывать детей в одиночку. Средний размер пособия по стране составляет 5600 рублей. Второй вид пособий для беременных женщин с невысокими доходами, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье менее прожиточного минимума на человека. Водителей предупредили о новом автоматическом штрафе. За езду с выключенными фарами фиксация нарушения камеры влечет наложение штрафа в размере 500 рублей. Оплатить его можно будет с 50% скидкой. Отмечается, что для выявления нарушений не потребуется установка новых камер фиксации. Достаточно будет настроить уже установленные.
Цены на овощи из борщевого набора, в частности на морковь и картофель, снизились за последние 1,5 месяца на 40% и 20%. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Помидоры и огурцы существенно не росли в цене, поэтому эти продукты вернулись к оптимальной и комфортной для потребителя цене. Не дешевеет пока лук и капуста. Борщевый набор каждый год дорожает, а затем цена снижается. Это явление сезонное, поделился Евтухов. При этом он отметил, что в ближайшие 2-3 недели снова начнет дешеветь картофель. К этой минуте у меня вся информация. Как гласит народная мудрость, самый быстрый способ получения знаний – это путешествие. После летних каникул у школьников, а также периода отпусков, самое время возвращаться в коллектив и рассказывать своим коллегам о том же, как вы это лето провели. Между прочим, сегодня на календаре 7 сентября, и это день рассказывания историй о летних путешествиях. Ну, а также, чем еще знаменателен сегодняшний день, мы узнаем в нашей следующей рубрике. На календаре 7 сентября. Сегодня отмечают День салями, День сумчатого волка, День рассказывания историй о летних путешествиях, праздник барабанщиков. По народному календарю в этот день чтут память апостола от 70 Тита, епископа Гортинского, родом из острова Крита. К этой поре начинаются сильные листопады, что дало вторую часть названия праздника. Начинается активный сбор грибов. Люди встают на заре и отправляются в леса, где опытные грибники учат младшее поколение различать съедобные и ядовитые грибы. По народным традициям в этот день почитают лесовичка-боровичка, лесного жителя, который помогает грибникам. Хороший урожай белых грибов предвещает холодную осень. События в этот день. В день 25-летия Бородинского сражения в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя. В 1928 году в СССР учрежден Орден Трудового Красного Знамени. В Москве открыт памятник Юрию Долгорукому. В этот день, в честь 800-летия Москвы, в столице одновременно заложены 8 высотных зданий различного назначения, так называемые сталинские высотки. Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС. В этот день родились Елизавета I, английская королева, последняя представительница династии Тюдоров; Александр Куприн, русский писатель; Изабелла Юрьева, советская эстрадная певица, королева старинного романса, народная артистка России; Эдуард Асадов, советский поэт, прозаик. Не всегда мы задумываемся, когда что-то произносим, а иногда ведь слово или даже словосочетание имеют какой-то свой особый и скрытый смысл. Вот, например, фраза, фразеологизм «гол как сокол». Знаете ли вы, что это обозначает на самом деле? Между прочим, наш эксперт прольет свет на эту фразу. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы в своей речи, помимо отдельных слов, употребляем целые словосочетания и даже предложения, которые используются в переносном значении. Причем это переносное значение мы понимаем только тогда, когда есть все слова, необходимые для смысла, и эти слова стоят в определенном порядке. Такие словосочетания, которые мы используем как готовые формулы с установленным значением, называются фразеологизмы. Нередко фразеологизмы содержат устаревшие слова. Примером такого фразеологизма может быть словосочетание «гол как сокол». В этом словосочетании, в этом фразеологизме слово «гол» нам понятно. Это краткая форма слова «голый». Причем голый может быть не только человек, но и дерево, лишенное коры или листьев. А вот слово «сокол» совсем другое дело. Сокол никакого отношения к слову «сокол», наименованию птицы, не имеет. Сокол – это такое орудие, которым пробивали стены осаждаемых городов, когда-то это было давно в древности. Хотя Валерий Матвиенко, российский языковед, считает, что слово «сокол» – это перевод французского «фокон», который как раз обозначает это стенобитное орудие. Вот такие тайны хранит в себе фразеологизмы. Всего доброго!
А ведь загадки хранят не только фразеологизмы. Итак, наша юная книголюб Мария Уланова сегодня представит вам одно из своих любимых произведений, которое подойдет не только для чтения с детьми, но и для семейного времяпрепровождения. Я хотела бы рассказать вам об книге Нила Геймана «Каролина». В этой книге рассказывается об девочке и ее родителях, которые переехали в новый дом. После того, как они переехали, она встречает чудаковатых соседей. Снизу от нее, под ними, живут две бывшие актрисы, мисс Пинк и мисс Форсибл. А над ними живет старый чудаковатый дедушка, который говорит, что он хочет сделать из мышей цирк. После того, как она обходит весь свой дом, она находит маленькую дверку, за которой была кирпичная стена. Она, конечно, расстраивается и идет спать. На следующий день, когда ее родители уехали, она снова решает посмотреть, что это за маленькая дверка. Открыв ее, она находит маленький туннель, через который она вернулась обратно. Но только вот уже не к ее родителям, а к новым, другим. А что случилось дальше, вы можете узнать в книге Нила Геймана «Каролина». Как сохранить любовь и трепетное отношение, когда вы прожили вместе полвека, особенно если супруги разных национальностей. Об этом знает секрет семья Поповых из Татинского улуса. Поженились супруги ровно 50 лет назад, в далеком 1971 году в Жулейском Наслеге. Молодая учительница математики Нина Михайловна по комсомольской путевке приехала туда из Нижнего Новгорода. До выхода на пенсию работала в Жулейском, Усть-Татинском, Чуркёхском и Тыкельском школах. А муж Николай Ефимович более 50 лет работает руководителем в разных сферах. Имеет множество наград и почетных званий. Нина Михайловна и Николай Ефимович гордятся своими детьми и внуками, а секретом своего семейного счастья охотно делятся с молодым поколением. Жизнь прожить не в Рак речи вошел в чат. Всякое было, и трудности были, и счастье было, когда дети рождались, когда у них играли свадьбы. Это, когда внуки появились, это вообще беспечно. Когда дом стал хорошим домом. Я скажу только одно, что молодежи по-русски любить – это значит жалеть. Раньше говорили в старину на Руси, он ее очень жалеет, это значит любит, это значит заботиться о ней, о доме, о детях. Так вот я вам советую, научитесь жалеть друг друга. Не просто уважать, не просто говорить «я люблю тебя», а именно вот «я забочусь о тебе», «я жалею», «я берегу тебя», и тогда у вас все получится. Доброе утро! Вот как не восхититься такой пожилой, но гармоничной и любящей, красивой парой. Ищите гармонию духовную и телесную, а поможет вам в этом утренняя зарядка. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, два, три, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. Раз, два, 3, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И раз, два, 3, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И раз, два, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч.
начинают работать плечики вверх-вниз. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. Раз, два, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч. Круговые движения можно и раз, два, 3, 4. Стоим. 5, 6, 7, 8. Раз. Ниже. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И раз, два, 3. Стоим. Раз, два, 3. Стоим. И раз, два, 3. Стоим. И раз, два, 3. Стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И раз, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Чего мы не знаем о нашей республике? Даже мы, люди, которые живут здесь, многого они даже и не предполагают. А что уже говорить о жителях центральных районов, которые даже не догадываются об некоторых уникальных маршрутах. Так, группой единомышленников была создана платформа United Arctic Trail, благодаря которой можно по-новому увидеть нашу Арктику и построить для себя индивидуальный маршрут. В данное время у населения существует повышенный спрос на внутренний туризм. В первую очередь это связано с пандемией и ограничением выезда в туристические страны. Во-вторых, стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, в том числе и нашей республики. Прописано отдельным пунктом развития туризма. И, конечно же, развивается инфраструктура. И появляются такие, как визитные карточки, как, допустим, Ленские столбы, как горы Киселях, как полюс холода. И во многих регионах они открываются, и главное, там развивается инфраструктура для именно масштабного туризма, чтобы туда могли большие потоки людей пойти. И поэтому, конечно, все это у нас есть, безусловно, мы знаем своих конкурентов, есть сайты, где туристические маршруты тоже представлены, но у них нету, грубо говоря, они не сильно развиты. Поэтому мы хотим предложить именно развитие разработки приложения. Единая база данных объединит туристические сервисы и компании в своеобразный букинг. Таким образом, пользователи в минимальное время смогут найти всю интересующую информацию. Будь то сплав по реке, путешествие по северным просторам или атмосферный поход по лесным тропам. Идея создания платформы, объединяющей все туристические маршруты и сервисы Якутии, возникла из наличия актуального вопроса – куда поехать отдохнуть в республике? Где можно найти всю необходимую информацию, не переходя по многочисленным ссылкам и сайтам? Изучив данный вопрос, мы натолкнулись на отсутствие как таковой платформы, позволяющей в минимальное время получить всю необходимую информацию. В связи с этим наша команда из 10 человек решила разработать проект, который во много раз бы упростил поиск, сортировку
сортировку и отбор всех актуальных туров и сервисов нашей республики. Это в значительной мере повлияет на развитие туристического потенциала нашего родного края и повысит рост внешнего и внутреннего туризма. Наша основная проблема это сейчас отсутствие средств. То есть для запуска нашей платформы необходимы графические дизайнеры, программисты, и то есть это вообще целой команде нуждаемся. И для успешной реализации нам необходим, естественно, крупный инвестор. И в случае, если мы его найдем, то, естественно, наш проект может выйти не только на всероссийский, но и на международный уровень. И это позволит привлечь поток не только внешних, но и внутренних туристов. Якутия огромна и прекрасна в любое время года. И теперь, благодаря молодым энтузиастам, у нас появится возможность без труда составлять маршруты по ее территории. Арктика действительно уникальна и притягательна не только для туристов, ученых, но и спортсменов-экстремалов. Недавно 10 смельчаков из разных регионов совершили первый арктический заплыв на 3 километра через пролив Вега с острова Диксон к материковой части. Как это происходило и чему посвятили этот заплыв, мы узнаем у нашего гостя. Доброе утро, Владимир Геннадьевич. Доброе утро. Мы знаем, что вы установили свои рекорды по зимним заплывам. В этот раз чем был уникален вот этот заплыв Диксона? Ну, во-первых, у нас региональная общественная организация «Якутская Арктика», она проводит ежегодно у нас весной, в мае месяце заплывы в районе городского пляжа, вот, где принимает у нас участие достаточно много народу. Вот. И в этом году я стал призером, там занял 2-е место. Вот, и Александр Брылин, это председатель Ассоциации холодового плавания России, пригласил меня для участия в экспедиции большой в поселке Диксон. Вот, это Красноярский край. Вот. И хотелось бы, конечно, пользуясь случаем, тут поблагодарить немножко авиакомпанию «Якутия», которая помогла нам с проездом вот, полярной авиалинии и Ленское объединенное речное пароходство. Вот. И у нас, значит, экспедиция состоялась в конце июля, в начале августа. И впервые, значит, такой вот заплыв осуществили в честь 90-летия полярной авиации. Да, вот ко Дню полярника вы также совершаете заплывы в Якутии, и вот инициатором раньше был Владимир Членов. А вот без него традиция не прервется? В этом году вот заплыв у нас в городе Якутске. В городе Якутске, значит, у нас заплыв осуществлялся как раз вот в памяти Владимира Членова, потому что он ежегодно, он и инициатором был таких мероприятий, и также в этом году, значит, в честь его имени мы провели вот такое вот большое мероприятие. Вот, и надеемся, что оно будет также вот ежегодным, традиционным. Вот я вижу, вы с собой как раз привезли эту самую памятную медаль, да? Арктический заплыв через пролив Вега Диксон 2021 Челюскина до наших дней. 90 лет полярной авиации России. Можете рассказать подробнее об этом? Ну, у нас мероприятие началось в городе Красноярске. Вот, там собрались пловцы с разных регионов России. Это Пермский край, Благовещенск, Красноярский край. Ну, с Якутска я один был, с Якутии вот, с Москвы были пловцы. У нас даже была Нина Ермилова, это женщина, которой 78 лет, и она вот... И она плавает вместе с вами. Она установила несколько рекордов вот, за свою жизнь. Переплывала Польский залив, участвовала, значит, на Шпицбергене. Вот, то есть личности такие очень яркие. Вот, и... как сказать, вот хотелось бы, конечно, молодежь сюда привлекать для таких вот мероприятий. Ну вот, я думаю, можно сейчас, наверное, показать именно... Скоро мы покажем вот в прямом эфире вот эту вот замечательную медаль. И вот как вы вот именно пропаганду среди молодежи осуществляете? Ну, во-первых, среди молодежи мы осуществляем пропаганду, это работая в школе преподавателем. Школа номер 30 города Якутска имени Валерия Кузьмина. Вот, работая, значит, со школьниками, как раз вот на уроках рассказываем о таких вот мероприятиях. И также вот стараемся, так сказать, детей привлечь, вот, ну, расширить их кругозор и привлечь детей, естественно, значит, для занятия здоровым образом жизни. Вот.
У нас мероприятие в этом году, значит, прошло очень большое такое вот. Это был охвачен, значит, у нас Красноярский край, город Красноярск, Дудинка, это так, Норильск и Диксон. Вот, то есть такие вот очень интересные города, места. Вот, во время заплыва у нас даже вот были с нами, плавали и нерпы, и даже этот белый мишка был, но его пограничники отогнали катером своим, чтобы не мешал заплыву, потому что медведь, он там, где нерпы, и он их ловит, это сам, вот, поэтому как-то тут тоже... Чтобы он не мешал, да? Да, потому что море, оно, Карское море, это одно из самых холодных морей на нашей планете, вот, и вода, когда плывешь, она, конечно, такая тяжелая, что ли, такая темная, вот, и как-то, ну, ощущения, конечно, скажем так, ну, и холодное, это естественно, вот, и ощущения, ну, немножко неприятные такие вот. И когда вот еще с тобой рядом дикие животные, это самое, плавают, тут здесь, конечно, есть определенный риск, опасность какая-то, вот, и поначалу мы тоже этих нерп опасались, а потом у нас девушки-пловчихи, они достаточно, как сказать, разнообразным стилем плавания, они этих нерп как-то привлекли, и они, значит, эти нерпы начали с ними играть. И, то есть, зрелище такое было очень интересное, вот, и как-то мы тогда уже посмотрели, уже понаблюдали за этим зрелищем и поняли, что нерпы настроены дружелюбно. Ну и мы как-то дальше, значит, с ними так... То есть они как бы вас хорошо восприняли. И подплывали очень близко, вот, к девушкам, они вообще там сантиметров на 15-20, наверное, всего от них проплывали, то есть достаточно близко так. И нерпы, они, оказались такие существа любопытные, вот, и, ну, в принципе, приятно, что у нас все-таки моря живые, вот, и есть живность такая вот. Вот вы бываете во многих регионах страны и в других странах даже. А вот много ли последователей вашего движения в Якутии? И какой опыт о пропаганде вот именно здорового образа жизни нам, якутянам, можно перенять? Ну, хотелось бы сказать, что вот очень большой опыт имеется в Красноярском крае. Там у них существуют клубы закаливания. И эти клубы находятся практически на реке Енисей. Вот, и вот этот вот опыт интересный. Нам бы хотелось бы здесь, в Якутии, у себя перенять, осуществить и построить здесь, в городе Якутске, вот, допустим, какой-то такой центр закаливания. Потому что центр закаливания, я вот посмотрел в Красноярском крае, там, значит, что входит, это сауна, это тренажерный зал, это обязательно бассейн и либо где-то вот вблизи водоема. То есть можно Контрастное построить, обливание, да. опять же, да? И очень понравилось то, что там занимаются даже вот семьи с детьми, с маленькими детьми. И вот дети, допустим, там 3-4 годика, они совершенно абсолютно так спокойно воспринимают и сауну, и купаются. Вот Енисей, я вот в нем купался тоже, плавал. Там, конечно, он показался мне холоднее. Может быть, из-за того, что течение там посильнее, вот, чем у нас на Лене. Но вот ощущения такие были. А вот что вы можете посоветовать тем, кто только начинает вот в этот спорт приходить? Только начинающим можно что посоветовать? Значит, есть методика такая уникальная, это система детка, вот Порфирия Иванова, система закалки и тренировки. Вот можно с нее начать потихонечку обливание. То есть достаточно вот просто в ладошку холодной воды, там, голову, там, лицо там немножко сполоснуть, ну, ножки помочить. То есть вот такое вот. И обязательно вот босичком по земле. Вот хождение тоже это организм закаливает. Времени? Ну, лучше всего с лета. Весна, лето, вот начинать так вот организм, чтобы привыкал. Ну, а так, в принципе, главное, что желание. Будет желание у человека. И здесь не нужно вот бояться вот этих вот вещей. Нужно, конечно, ко всему подходить аккуратно, так сказать, с умом. Без фанатизма, так сказать. Без фанатизма, да. Вот вы буквально послезавтра едете в очередной заплыв. Где это будет и что будет? У нас, значит, сейчас планируется большое мероприятие российского масштаба. Это посвящен он будет 800-летию Александра Невского. Это будет в городе Благовещенске проходить. Вот. И дистанция там будет 800 верст. То есть серьезная такая дистанция. Вот, пловцов у нас там собралось порядка 20 человек. Вот, тоже с разных регионов России. И у нас республику нас двое будет представлять. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, тут тоже сказать спасибо компании «Якутия», которая нам доставила эти билеты, предоставила. Вот. И хотелось бы, чтобы спорткомитет, правительство как-то обратило на это внимание и тоже, так сказать, оказывало всяческую поддержку.
Мы желаем вам успехов и надеемся на нашу следующую встречу, что вы придете к нам с новыми новостями. И, конечно же, в Якутии у нас будет гораздо больше последователей. Ну и спасибо вам, что вы в это утро к нам пришли. А мы продолжаем далее. Спасибо. Говорят, что для того, чтобы почувствовать себя счастливым, надо заниматься любимым делом. А вот для сочинской художницы, которая вынуждена из-за инвалидности проводить время дома за занятием, за рисованием, это способ почувствовать себя полноценной жизнью. Сочинскую художницу Маргарит Кульян часто сравнивают с Фридой Кало. Девушка тоже пишет лежа из-за инвалидности. В своих полотнах она создает миры, которые никогда не видела. Девушка рисует с детства, без художественного образования. Свой талант она считает даром. Что вдохновляет? Вдохновляет красота. Не обязательно внешняя, она может быть внутренней. То есть у меня люди там совершенно разные. Вдохновляют разные культуры, разные национальности, разные страны. Все это настолько интересно. Я мечтала путешествовать. К сожалению, не сбылось. 13 лет назад врачи повредили девушке позвонки, из-за чего она получила инвалидность первой степени и сделала вынужденный перерыв в творчестве. После травмы она больше не могла долго стоять или сидеть. Врач-валеолог дернула меня за голову 13 лет назад. Это было первое. Через год мне сделали грубый массаж. У меня там было раскачано 2-й, 3-й позвонок, повредили. А после этого у меня пошла цепь такая. И называть этих врачей, то есть у меня, собственно говоря, важно понять, не один человек. У меня чудовищно то, что где-то более 10 человек. То есть там были и массажисты, мануальные, и иглотерапия. То есть достаточно такие вещи. Стала в результате инвалидом первой группы. Основное время я лежала, я просто вставала и несколько минут ходила и сидела. И это было на протяжении 12 лет. Спустя несколько лет Маргарит вновь начала писать картины, чтобы продавать их, помогать приютам с животными, ведь социальной пенсии на это не хватает. Сначала у меня анималистические такие вещи были. Я всю жизнь очень любила живопись портретную. И я не знала, я не могла представить, что мое призвание... По словам сестры художницы Виктории Трапезанян, девушка мечтает, чтобы ее картины приносили радость и отзывались в душе. Она всегда говорит, я не хочу, чтобы мои картины покупали из жалости, что я инвалид. Я не хочу, чтобы, я хочу, чтобы помогать животным, но я хочу, чтобы люди покупали для коллекции, для радости, чтобы это отзывалось в их душе. В своих полотнах Кульян воплощает мечту, которой не суждено было сбыться. Путешествует и рассказывает о людях и странах. Она изображает людей, животных, она изображает, как люди обнимаются, как люди помогают друг другу и так далее. То есть наоборот, на ее картинах в первую очередь изображена не боль, как на работах Фриды Кало, а в первую очередь здесь мы можем видеть любовь, доброту и какие-то такие позитивные моменты. Участие в выставке девушка считает признанием. С подготовкой ей помог благотворительный фонд «Улучшим жизнь» Натана Рапопорта. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Кристина Якупова с последними и актуальными новостями. Препарат ковид-глобулин против COVID-19 проходит первую стадию клинических исследований. Препарат на основе плазмы переболевших специфический иммуноглобулин коронавирусы был зарегистрирован Минздравом в апреле этого года. Предполагается, что после завершения всех 3 фаз клинических исследований препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания. Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины для скорейшего снятия ограничений на перемещение. Он добавил, что оценка эффективности вакцин должна составляться на основе научных данных и не иметь политической окраски. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал возможные сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин. По мнению Дмитриева, взаимопонимание препаратов от коронавируса – вопрос этого года. Нет
нет абсолютно никакого сомнения, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах, и они будут взаимозаменяемыми, пояснил он. Кабинет министров утвердил расширение функционала единого портала госуслуг. Согласно нововведениям, пользователям больше не придется заполнять заявления вручную. Система сможет делать это автоматически. Такая возможность облегчит использование сервиса по многим запросам жителей России. Так, например, при онлайн-подаче заявления на регистрацию по месту жительства портал автоматически отправит запрос в Росреестр для подтверждения возможности прописки заявителя по указанному адресу. Так, по запросу на получение субсидий и выплат портал может сам проверить наличие свидетельства ЗАГС у заявителя и заполнить форму полученными данными. Власти страны намерены уделять особое внимание развитию Дальнего Востока. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Как заявил на Восточном экономическом форуме Владимир Путин, реализация огромного потенциала развития Дальнего Востока невозможна без привлечения в регион населения, особенно студентов, молодых предпринимателей, исследователей и ученых. Поиску пути решения этой проблемы была посвящена обширная часть программы и всего форума и его завершающего дня. Кратчайший путь к успеху в будущем – это техническое или инженерное образование, считают 24% россиян. С областью IT, программированием и компьютерным успех в будущем связывают 21% россиян. С областью медицины и биологии – 17%, с экономикой, финансами и управлением – 13%, правом и юриспруденцией – 10%. Таковы итоги социологического исследования. При этом подавляющее большинство участников исследования – 87%, убеждены, что расходы на образование и развитие детей – важный приоритет семейной статьи расходов. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. В столице республики, а также в других населенных пунктах в эти дни началась подача тепла. Наконец-то наступил тот самый долгожданный отопительный сезон. Вот. Но не задумываемся ли мы, как много утекает тепла через те же самые щели окон, либо прохудившиеся стыки домов. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем студии. Владимир Михайлович Федоров, ведущий аналитик Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности. Доброе утро. Доброе утро. Если вас спрашивают, или когда вы выступаете перед аудиторией, как вы объясняете людям, попроще так, чтобы они понимали сразу, куда уходит тепло, что такое энергоресурсосбережение и как его беречь? В нашем федеральном законе по энергосбережению закреплено понятие энергосбережения, от которого можно оттолкнуться и общими словами сказать, что это реализация определенного комплекса мероприятий для снижения потребления энергоресурсов. А вот насколько наши дома, они сами по себе энергоэффективны? К сожалению, на данный момент большая часть многоквартирных домов жилых, как и в России, так и в республике нашей, она, к сожалению, очень низко энергоэффективна, так сказать. Вот. Потребление энергоресурсов на сегодняшний день в 2 раза больше, чем для того требуется для обеспечения, так сказать, наших повседневных нужд. Но в последнее время общими популярными становятся энергосервисные договоры либо энергосервисные контракты. Очень хороший опыт. Что они под собой подразумевают? Заключение этого договора с определенной организацией, которая будет проводить энергосберегающие мероприятия. Например, какие? Установка тех же самых общедомовых приборов учета, либо проведение ремонта, либо же проведение замены определенных систем освещения, водоснабжения, либо же теплоснабжения, которые позволят в дальнейшем снизить потребление коммунальных ресурсов. А сами жильцы как-то еще есть какие-то способы, как они могут стать более энергоэффективными, экономичными? Если на базе квартиры смотреть определенного собственника, есть общераспространенные, конечно, способы. Это замена окон на стеклопакеты те же самые, утепление балконов, остекление балконов, как это называют, законопачивание окон, наподобие того. Но самое важное, это, я считаю, замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы и выключение из розеток, из сетей бытовых приборов.
которые не используются нами. Допустим, если вы выключили телевизор, то вы должны выключить его еще и из сети, потому что даже выключенная бытовая техника, она использует так или иначе свет там, и так далее, и другие ресурсы. То есть все начинается именно с осознанного подхода? Ну да, да. Разумное потребление ресурсов в данном случае. А кто вот ответственен вообще за все это, за проведение энергоэффективных мероприятий? Законом закреплено то, что ответственным лицом является управляющая организация, которая осуществляет управление общедомовым имуществом. Это в зависимости от того, как выбрали жильцы. То есть это либо товарищество собственников жилья, управляющая компания, либо жилищный кооператив. Вот. Но решающим словом здесь обладают сами жильцы, потому что решение о заключении энергосервисного договора для проведения этих самых энергосберегающих мероприятий принимается общим собранием собственников. А как его проводить? Ну, это уже все зависит от того договора, который будет заключаться с энергосервисной организацией. Но все равно возникают такие ситуации, допустим, люди более взрослого поколения, они как-то не особо доверяют новым тем же самым системам отопительным и технологиям, и они как-то больше предпочитают те самые чугунные батареи, те же самые лампочки, где можно получить консультацию им, чтобы, во-первых, их страхи развеялись, и они действительно поняли и осознали, что вот это наиболее лучший способ. Ну, такие консультации должны проводить управляющие компании, в первую очередь, и ну и в целом лица, которые осуществляют управление этим домом, потому что это законодательная обязанность, которая закреплена за ними, и ресурсоснабжающие организации. Сейчас начинается отопительный сезон, но во многих домах, которые, несмотря на то, что топят, в них все равно холодно зимой. Вот какие мероприятия можно провести, чтобы как-то вот сберечь утекающее тепло? Это в рамках самого собственника? Да, давайте рассмотрим, бытовые как бы, да, начиная с собственника, заканчивая, наверное, уже подъездом, где, чтобы там соседи закрывали двери. Ну, наподобие того, да. Ну, в рамках квартиры, это, как я уже говорил, это установка стеклопакетов. Стеклопакеты — это теплосбережение. Примерно 10% тепла можно сберечь с помощью этих стеклопакетов. А теплоотражающие экраны за радиаторами, ну, за батареями, они сберегают примерно 5% тепла. Эти экраны можно сделать из обычной фольги. Ну, во всяком случае, я слышал, что так делают. Сам я пока не пользовался таким. Вот. Ну и остекление, утепление балкона. Вот это вот с помощью этого балкон очень много тепла, кстати говоря, тратит он, примерно 15%. И это чистые батареи. Вот все специалисты говорят, нужно мыть батареи, чтобы они лучше отапливались. Ну что, друзья, как показала беседа со специалистом, все зависит только от нас. Ну а мы давайте будем с вами осознанными. Не переключайтесь, увидимся через пару минут. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканале «Утро Якутия», на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Это программа «Утро Якутии», с вами в это утро вторника я, Полина Долинская. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, хотелось бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете создавать эфир вместе с нами. Отправляйте свои сообщения, интересные истории на наш номер WhatsApp 8 914 273 44 88. А также напоминаем, что у нас есть страница в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы наших будущих программ. Ну а если вы пропустили наш эфир или у вас нет возможности смотреть его в прямом эфире, то вы можете всегда смотреть повторы на нашем YouTube-канале yak24.ru. Ну а мы продолжаем наш эфир и продолжаем мы тему увлечений и тему хобби. Интерес к истории своего края, страны, объединил людей разных профессий в поисковой работе, которую этим летом провели в Амгинском районе представители авиации Русского географического общества сферы образования. В Якутск привезли обломки самолета амфибии Ша-2, потерпевшего крушение, предположительно, в 1940-50 годах. Это первый советский самолет-амфибия. После реставрации он будет размещен в музее авиации. Подробности об экспедиции в репортаже Руслана Ачирова.
В военные годы через Якутию проходила трасса Алсиб для перегона военных самолетов. К большому сожалению, некоторые из них терпели крушение во время прохождения своего воздушного пути. Известны места падений, имена летчиков-героев. А что по гражданской авиации? Во многих районах местные жители могут рассказать о местах крушения самолетов. За всю историю авиации Якутии такие случаи, к сожалению, имели место быть. В наши дни до сих пор проводятся работы по поиску информации о таких самолетах, экипажах и в некоторых случаях пассажиров. Работают специализированные поисковые группы. Те места крушений, которые находятся в достаточно легкой доступности, становятся точками посещения туристами. На прошлой неделе была собрана экспедиция на одно из таких мест. Информации о крушении самолета-амфибии Ша-2 в районе реки Амга достаточно мало. Нет даже точной даты падения. Судя по разным источникам, самолет упал в 43-м, 48-м, либо в начале 50-х годов. Целью экспедиции было доставить останки самолета в Якутск для дальнейшей реставрации и установки в Музее авиации Якутии. В составе 9 человек экспедиция выехала из города Якутска. На 3 машинах с 3 лодками выдвинулись в поселок Верхняя Амга. Оттуда вниз по течению свой путь мы продолжили на водометах. Через 160 километров пути мы достигли места падения. От берега реки Амга в 300 метрах лежал двигатель М-11Д. Это 5-цилиндровый 10-литровый двигатель самолета Ша-2 мощностью 115 лошадиных сил. Наполовину он был в земле, и вокруг находились части моторамы, металлические части самолета-амфибии. Вся фанерная часть уже сгнила, и на месте не была найдена. Уже в процессе извлечения были найдены шилики с номерами, один из которых уже дал понять, что в 1948 году данный самолет был на ремонтной базе в городе Иркутске. То есть падение не могло произойти раньше 1948 года. Вот на бензобаке у нас есть табличка. Это другая. Авиаремонтная база 403, это в Иркутске была такая. Вот. Ну, судя по этому клееному винту, это послевоенный. Когда он упал, неизвестно. Угу. Только известно, что вот, если винт клееный, то же послевоенный винт. Наверное, года 47-й, 49-й, 51-й, может так. Александр, скажите, что ждет именно вот этот двигатель? Ну, мы придадим ему как бы музейный вид, чтобы можно было выставить в музее. Ну, тут у нас 30-я школа у нас организовывает там авиационная академия, или вот еще есть в клубе Гагарина в музее. Дайте, пожалуйста, мне. Какой-то в каком-то из этих мест. Самой трудной задачей было выкопать аккуратно двигатель и перенести его по лесу. Силами 8 человек это было с трудом сделано. Когда кто-то в ямку заходит, Изготовив специальные проставки по размеру двигателя, мы его установили в одну из лодок и, собрав остальные части, выдвинулись в обратный путь. В планах у поисковой команды почистить, помыть двигатель, дозаказать недостающие запчасти и установить в Музее авиации Якутии, чтобы все желающие могли прикоснуться к истории. В Варангасском наследии Медино-Кангаласского района открыли памятник самолетам Бел-Р-39 «Аэрокобра» и «Бостон А-20» в знак памяти и благодарности о славном трудовом подвиге труженикам воздушной трассы секретного аэродрома Аляска-Сибирь на озере Сегеллей. Так в Якутске стартовал очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России. В трудовом подвиге труженикам Русское географическое общество проводит большую работу по сохранению памяти о этих героических страницах истории России и с большим энтузиазмом приветствует проекты в местах, которые связаны с нашей боевой и трудовой славой, и которые содействуют увековечению памяти тех людей, которые свою жизнь, свое здоровье положили для того, чтобы мы выиграли в этой великой войне, самой большой войне за всю историю человечества. И очень хорошо, что здесь, в Якутии, эта работа проводится. Мы о ней, конечно, знаем и большим удовольствием
поддерживаем ее и содействуем всему тому, что связано с этим процессом. Наша республика поистине уникальна. Уникальны люди, уникальна природа. А еще очень приятно, что вы помогаете создавать нам утреннее настроение. Одна наша телезрительница поделилась прекрасными, замечательными фотографиями в WhatsApp Аймиконского района, которые вы можете видеть на своих экранах. Красоты нашей необъятной республики. Действительно, глядя на такие фотографии, поднимается настроение, и хочется все больше и больше узнавать родную республику, нашу родную Якутию. Ну, а мы, конечно же, благодарны вам за то, что вы делитесь своими интересными, красивыми кадрами.